Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Хотела привести вам про это одно воспитание детей. Мы когда жили на Кавказе, я познакомилась с одной женщиной, которая, она тоже одного ребенка, она воспитывала, выросла без мужа, у нее муж умер, она поздно вышла замуж, как я сказала, поздно стала мамой. Сыну она очень избалованная, она это воспитывала, что ребенок хотел, все она это для его сделала, все, она каждый каникул куда-то его отправила. Потом она свои опыты мне сказала, что тебе одной ребенок, ты ребенку не купишь, что все пожелает. Все, что ребенок нуждается, это надо купить. Это на самом деле так. Я ей сказала, я так и делаю. Я ей сказала, я своему ребенку не куплю, что все она это пожелает. Все нуждается, это куплю. Она мне сказала, молодец, ты умничка. Она сказала, если вот так воспитываешь, правильно ты воспитываешь ребенка. Я вот это когда мой ребенок маленький был, 3 годика, мы с ней гуляем, я говорю, доча, вот сейчас прямо идем, прямо смотрим, налево не смотрим, потому что налево у нас там магазин игрушек был. А у меня деньги это дни не было, потому что я не работала, у меня деньги это не было, ну, что купить это каждый раз, это игрушки. Игрушки были, это много дома. Зачем лишние игрушки? Ребенок каждый раз это хочет что-то новое. А у меня деньги были для продуктов, все это для этого. С собой деньги не взяла на улицу что-то купить. Дома мы кушали, все дома я готовила, потом сытыми пошли на прогулку. Я это хотела ребенка свою как это проверить. Я говорю, прямо смотрим и налево не смотрим. А еще со мной еще одна моя знакомая, мы это гуляем. Она налево не смотрит, прямо смотрит направо. Мама говорит, почему, говорит, налево не смотри? Я говорю, налево не смотри пока. Потом прошли это магазин, потом, а теперь можно налево смотреть. Она налево не смотрела, это мой ребенок. Это воспитание. Я ей сказала, просто не смотри налево там, это просто тебе не разрешаю там. Потом тебе скажу, почему. Потом пошли дальше, потом сказала, теперь можно налево смотреть. Она не смотрела. Если смотрела бы, она сказала бы, вот там игрушка, я знаю своего ребенка. Мама, купи мне игрушку. Поэтому мы ребенку купим, что нуждается. Даже игрушки, да, не то, что не купим. Купим игрушку, когда какие-то игрушки она хочет по карману еще, как говорят. Не то, что все, что пожелает ребенку. Все пожелает ребенку, это потом будет избалование ребенка. Да. Я по жизни это вижу, как люди, они балуют своих детей, потом растет, потом вот я тоже видела одного из семьи, тоже рассказывала мне, что ребенку балую, а своего папу, как это живого, он говорит, это не мой папа. Не то, что не мой папа, он не дружит с папой. Это потому, что ребенку баловали. Все, что ребенок хотел, все, что пожелал, и купили, и как это чтобы ребенок ничего не нуждалось. Конечно, ребенок ничего не нуждалось в мере, золотая середина. Купим, да, что нуждается ребенка. По карману, что это, по сезону. Не то, что в одном сезоне 2, 4, 5 это обувь купит. Один-два обувь хватит. Не надо, чтобы баловаться, да, какой обувь столько хочешь, столько одежды хочешь. Нет. Столько нуждается ребенка и купим. Ребенка это как губка, все это впитывает, это видит, что как родители к ним относятся, как это избалование, если высший, как это норма, это уже не дает никакой это результат. Вот потом эта женщина, это вот эта, которая мне это на Кавказе рассказала, она говорит, вот это мой сын мне оставил, это уехал, это в Питере живут, я одна здесь живу, он со мной не живет. Это потому, что я неправильно это воспитывала, баловала его. Даже это в пандемии, это вот это вирус, это ковид, она умерла. Потом я пошла навестить ее, соседи сказали, что она умерла, ее похоронили. От ковида она умерла. Она сахаром болела, у нее еще гипертоник она была. Даже сын, потом я спрашивала, интересовала, раз сын приехал, сосед сказал, нет, сын не приехал на похороны мамы. Вот результат это избалован, баловать ребенка. Сильно не надо баловать. Да, балуем ребенка в меру. Не то, что ребенка не надо ласковать, это любить. Все в меру. Все в нашей жизни, все вещи, все, что это нет в жизни, все имеют норму. Выше нормы всегда это вредно, правильно? Все это вредно. В том числе это баловать ребенка тоже выше нормы, это вредно. Вот она мне пример привела. В итоге я видела, что вот даже на похороны мама он не приехала. Да, мама одна жила. Я к ней ходила, как навестила, помогла ее по дому. Дом у нее большой дом был, эта женщина, она очень умная женщина. Ревизором она работала при СССР. Вот.
Поэтому мы как это ребенка, как это должны как это воспитывать и купить, что нуждается ребенок. Не то, что хочет прямо все, это все. Да. Ну, как иногда будем как это, как сказать, по праздникам можно как это баловать ребенка, купить какие-то подарки, правильно? Чтобы ребенок нормально вырос и уважал своих папу, маму. Старость потом, что мы не жаловались, что почему наши дети как это не навещают нас, не спрашивают о нас, не звонят телефоном, как это. Это что где-то ошибку допустили в воспитании ребенка. Да. Если мы ошибку допускаем, мы сами будем виноваты, правильно? Поэтому, чтобы не допускать ошибку, вот это я совет такой, вот каждый источник я вам собираю и вам даю советы, пожалуйста, дорогие мамы, дорогие папы, свои дети, как нормально, мы должны как это воспитывать, что потом не пожалели, что-то где-то пропустили, правильно? Благодарю за внимание.